не очень некоторые, Не, но с другой стороны, да, монахи даже верики одевали такие тяжелые, чтобы себя истязать, свою плоть истязать. Они, вот, Да. у них была другая задача. А у нас задача не истязание, а содержание в здравии вот этих самых Но у хилых него мышц. внутреннее зато, у него вот душа, сердце и вся структура души, она, я думаю, что у него богатейшая жизнь внутренняя. Он мощный. А? Мощный человек. Да. И гармоничный, в отличие от нас. Ну вот, да. Но мы не Ну вот, гармоничные. да. Поэтому нам трудно вообразить, что в него кипит внутри, там целый вулкан всяких воспоминаний, эмоций, жизни и прочего. Много всего. А такие сны ему снятся. А сны сейчас Такие вообще сны есть. снятся. Он говорит, я все время летаю с тобой, со мной, Да, на да. разные планеты. О, И я это говорю, удивительно. он говорит, такой мне, говорит, страшный сон приснился. Я говорю, а чего страшного? Он говорит, мы с тобой летели на Венеру. Я говорю, а почему это страшно? Это прекрасный сон. Нет, на Марс, он говорит. Я говорю, а что ж тут плохого-то? Это Чудный вещий сон. Он говорит, ты же не знаешь, там температура минус 500, там сколько-то градусов. Но мы в другом измерении будем. Я говорю, так ты знаешь, что нам-то наплевать. Мы Да. же во сне нам... Мы же будем Хорошо. лететь духом. Дух же он не имеет, он может перевоплощаться, хоть в Абсолютно. такую плоть, хоть в камень, хоть в дерево, хоть куда угодно. И полетел. Вот нам ничего не страшно. Во сне нам ничего не страшно. Нет, а Любые планеты. мы со временем и наяву также будем летать. Потому что наш-то дух, когда с Земли уходит, он также летит туда, куда ему скажут. И запросто. Так что... Куда заповедано. Поверхность, правильно? Для торта, Юра, нужна поверхность. Поверхность. Для кого? Для торта. Не понял. Тортик принес Костя. А, для торта? Да, вы знаете, что такое торт вообще? Ну, да. Торт надо положить на что-то. Ну, столик. 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 Столик существует. Ну, Гостей разрешили. давай, ты будешь стоя или сидя веселить? Стоя, вот Стоя? так. Да. Ну давай. Ноги не Я устанут. расскажу их Константином. И знаешь, каким? Симон. Симонова. Вот он Хотите? любит, Да. он любит это. Константин Да, Симонов. это... Одно нам стихотворение самое любимое твое. Да, Давай, да. давай. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как рынки несли нам усталые женщины в разлете от дождя и груди, как слезы свои вытирали украдкой, и вслед нам шептали: Господи, вас спаси, и снова себя называли солдатками, как царь повелось на великой Руси. Слезами отмеренные чашечки вертами, что так напрягал, как скрывается глаз, деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошлась, как будто за каждой русской околицей там в своих руках ограждая живых, всем миром сходясь, наших прадедей молятся за Бога неверующих внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки Родина не там городская, где я правильно жил, а эти поселки с одетыми пройденным кустами русских могил. Не знаю, как ты, а меня деревенскую русская села за села, в душу и песни женскую, и на дорогах селом. Леша из под листом мертвым плачущий девичий крик, и дает старуха в столовчике плешивом, и белым, как насмерть, одетый старик. Ну что им сказать? Чем утешить могли бы век? На горе поняв и бабин чутьем, ты помнишь, старуха сказала:
родимая, покуда идите, мы вас подождем. Мы вас подождем. Говорили нам парни, мы вас подождем, говорили сам. Знаешь, Алеша, начальник, а это следом за мной идут голосам. По русским обычаям, только пожарите, русскую невесту, когда позади, на наших глазах умирали товарищи, рубах ворванув на груди, нас пули с тобой, пока еще милый. Но трижды поверишь, что жизнь уже вся, я горд был. За самые милые, за горькую землю ее родился. А то, что на ней умереть незавещенно. Русская мать нас на свете родила, тобой провожается русская женщина, русская 3 раза меня обняла. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводит грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест, чем-то вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, не желай добра. Кем-то знает наизусть, что забыть пора. Ой, сын и мать, занять меня, пусть я устану ждать, тянут твоего огня. И фигурки на помин души, и с ними заодно выпить не спешим. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Я вышел, будем знать, только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Замечательно. Надо же столько в таком возрасте столько продекламировать. Ну, это вообще. Арка. Триумфальное шествие. Триумфальное шествие Аарона Великого. Так, погоди. Да. Бабушка, давай еще. Ой, бабушка, главное, эти цветочки, да, должны быть в середине. В центре. Ура! У нас есть Пицца. Дитуль, неси торт. Там где? Арону Рахмиловичу исполнилось уже 98 лет. 13 марта. Сегодняшняя ночь с 20 на 21 это есть день весеннего равнодействия. Новый год. Еще раз. С Новым годом, с днем рождения. Ты представляешь, какой сегодня день? Сегодня переход на весну. Что? Вот сегодня переходный период от зимы к весне. Почему? Потому что сегодня прошла 1 неделя после твоего дня рождения. Угу. Это 20 число сегодня, 20 марта. Угу. А завтра будет 21 марта. Угу. Это день весеннего равноденствия. Угу. Когда истинная весна пришла на землю, на нашу. Вот. И в это время Начинается Новый год. начинается Новый год.
в этом аспекте, так сказать. Да, да. А вот к тебе интересный вопрос. Он нас С чего интересует всех. начинается Родина? Вот такой вопрос. Для тебя с чего начинается Родина? Помнишь ли ты такую песню? И вообще, Чего начинается Родина? да, с чего она для тебя начинается? Вот скажи нам. А мы скажем, с чего она для нас начинается. Что такое Родина? С чего начинается Родина? Как долго мы любили ее, как она приносила нам счастье, как она лелеяла нас, она, о Родина, бесконечно я тебя люблю, о Родина, вы ее такую, как свою семью, как свою дочь, как своих внуков и правнуков. О, Родина, да здравствует Родина. Ура! Ну что, получилось? Получилось. Это Получилось, ты спел получилось. оду Родине. Ты Да. спел. Ты Это чьи патриот. слова? Чьи А слова? я ее сам выдумал, кстати. Ну тогда еще Вы позвольте знаете, поздравить, помимо... я становлюсь поэтом. Костя, он вас Кто не услышит был ни одного мастером звука. по химическому машиностроению, писал книги, изобретал, патенты получал, награды получал. А теперь я только стихи пою. Сейчас запоет он у нас. Пою стихи, летаю во сне. Костя, может, вы скажете, с чего у вас начинается Родина, а? Вот у вас. Это же у всех Я свои. хочу привести слова и спеть. По-моему, эту песню пел у нас Бернес, по-моему. Марк Бернес, да. И сейчас мы ее сейчас найдем и споем со всеми вместе. Это вот и что мы споем? Познакомлюсь с Евгением Онегиным. Хотите? Мы находимся на улице Пушкина, да? Мы на улице О, мой Пушкина. друг и приятель. С ним давно я подружился. С Пушкиным. С кем? Евгений Онегин. С Пушкиным. Он дружит. Уже который год. Мы все повторяем 6 глав. Дальше пока не идет. Это Онегина? Онегина. Ага. Был тебя, хотел бы я тебе представить, зовут достойный тебя. Достойный души прекрасной, лицо исполненной мечты, поэзии живой и ясной, высоких дум и простоты. Но так и быть, рукой прекрасная, представляет тексты глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, и прежде плод моих забав, бессонниц, легких вдохновений из легких лет, холодных наблюдений и сердца, горестных побед. Глава первая. Елена Романовна, за сколько выучен За текст? 3 года. За 3 года? Это 6 глав? 6 глав. Это, Это в если каком, читать- в каком возрасте это было? И Сейчас я скажу. Значит, мы приехали с ним сюда, 12-й год живем вместе. 12-й год. А ты тоже приехала? Ты же здесь же Я здесь раньше? жила, я приехала сюда 40 лет назад. Да, с Ленинграда. это ты просто привезла Его я 12 привезла. лет назад. 12 лет назад. И 12 лет назад. А он чувствовал себя плохо. Просто еле ходил. 12 лет назад это было, значит, 86 лет. Да. Вот, и он потом постепенно стал как-то нормально питаться, все нормально, жизнь у него началась. И вот началась у нас творческая жизнь. Мы начали с ним учиться.
Я на даче была, когда я его летом забрала. Вот я сижу у его левого уха, читаю ему текст, у меня Онегин и тут, и там, на даче. Читаю раз, наверное, 15. Строфа в ней 14 строк. Вот я ему читаю первые 4 строки. Минут раз, может быть, 5-6. Подряд. Медленно, четко. И он повторяет. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? Родина. Молодясь растет, а может она начинается Тарелочку принесу тебе на место. и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес, из клятвы, которую В юности ты ей в своем сердце